Сегодня у нас уникальный целитель в гостях. Он о себе расскажет. Сегодня у нас уникальный артист Александр Матвеев. Сегодня у нас наш поэт-патриот Нурахмет. Сегодня у нас певец оригинальный, поет татарские песни Высоцкого, это Азат. И, конечно же, человек-легенда, это Игорь Герман. Я думаю, то, что он еще тоже нам споет. Но поскольку у нас все-таки офицерское собрание, под таким, значит, предложением мы собирались, да, вот, наверное, вот так, как про войну пел Высоцкий, наверное, не пел никто, да, хотя он на войне не был. Так ведь получается? Сева, наверное, я выражу общее мнение, может быть, пару песен. Ну, давайте, Владимир Семенович, конечно. Из репертуара Высоцкого. Я вам мозги не пудрю, теперь не тот завод. Меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то, чтобы не знаю, рассказывать нельзя, мой командир меня почти что спас. Но кто-то на расстреле настоял, и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, всегда наперекос. Однажды языка я добыл, да не донес. И особист суетен, неутомимый наш, еще тогда приметил и взял на карандаш. Дорогие друзья, рады вас всех видеть. Значит, в конце осени, вот как раз в ноябре у нас эта традиция, уже 23-й год, мы собираем молодых офицеров, и глядя на нас, сейчас тоже подобие нашего клуба офицеров в многих местах созданы. У нас задача, значит, чтобы офицеры дружили между собой, чтобы дело, значит, честь имею для них было непростое слово. Мы этому придаем большое значение, и особенно приятно тем людям, которые приезжают сюда в силовые структуры на учебу из Татарстана. И они встречаются здесь с людьми, которые уже здесь работают в каких структурах. И вот благодаря вот этим встречам очень многие сюда уже переехали в Москву. Вот. Значит, поздравляю всех, значит, с новым днем рождения, но это Деда Мороза сегодня. Самое главное для нас сегодня что? Это здоровье. Да. Очень рада всех вас видеть. Думаю, что сегодня у нас отлично пройдет вечер. Вот задача нам пообщаться, подружиться, познакомиться, кто не был знаком. Значит, вот. Кто у нас в первый раз, смотрите наши социальные сети. Мы очень активны. У нас особенно вот YouTube 9 тысяч, в Instagram 43 тысячи. Вот. Гульнара потом расскажет у нас про наши, значит, соцсети, в которых мы выставлены. Потом также мы бы хотели к вам обратиться, если у вас есть знакомые врачи, выходцы из Татарстана, вот мы собираем врачей отдельно, офицеров отдельно. У нас, значит, вот клуб историков отдельно. Вот. Потом, значит, у нас есть интересная игра «Мафии». Вот каждую среду играет «Мафию». Вот там зарегистрировано 300 человек. Вот сегодня все играют в «Мафию» отдельно в кафе. Интересная мафия, но во время мафии они разговаривают на татарском языке и учатся татарскому языку. Пролетели встречи, словно птицы, мне в дорогу дальнюю пора. До свидания, волжские зорницы, голубые дали, родные берега. Что-то было на душе тревожно, оставляя родительский порог. Разве предугадывать возможно, хоть судьбы непройденных дорог? Поживи, сынок, еще немного, подождут дороги, поезда. Обнимает мама у порога, словно попрощалась навсегда. Убылинная предков земля, колоском взрастила ты меня. Здесь родина великих тюрков, Алмушхана, Кулгали и Тукая. На родине я слышу родимую речь, слышу азан, голос муэдзина, призывающий молитву в мечеть. Здесь похоронены наши предки, эту землю мы должны сберечь. Течет у нас Итиль, Волга-река, по ней ходят теплоходы, катера. Народ ежегодно празднует Сабантуй, поют, борются, еще конные бега.
проводит праздник плуга, спорта и труда. Строят у нас дома, корабли, заводы, самолеты и вертолеты. Добывает черное золото, выпускает грузовые КАМАЗы. Я горжусь своим народом. Мы никогда не были дикими татаро-монгольским народом. Живут на Волге разные народы. Большинство сунниты мусульмане. Сильная, трудолюбивая страна и тысячелетний город Казань. Это столица Волжской Булгарии, Казанского ханства и Республики Татарстан.